Китай приглашает иностранные государства на оккупированные территории Восточного Туркестана, чтобы снизить отрицательную направленность мирового общественного мнения. Арабская делегация, которая отправилась в город Урумчи 27 марта 2024 года в рамках специального приглашения Китая и заранее согласованной программы во время Рамадана, высоко оценила политику, проводимую Китаем в отношении тюркских общин мусульман в регионе. В состав делегации, возглавляемой Басамом Закарныхом, членом Палестинского революционного совета Фатха, входят члены политических партий из нескольких арабских стран, в том числе Абдулла Халиль, бывший государственный министр административного развития Сирии и член Политбюро Сирийской коммунистической партии, Хабубай Аун, заместитель председателя Ливанской партии социального прогресса, Саид Абдельзаер, член Центрального комитета Египетской коммунистической партии, и Мохаммед Алуш, генеральный секретарь Политбюро Народного фронта борьбы за народную борьбу в Палестине. Делегацию приветствовал Ма Сингруй, глава коммунистической партии, назначенный Китаем в этот регион. Ма Сингруй провел встречу с арабской делегацией. Гражданин Канады Хусейн Джалиль, имам и уйгурский правозащитник, уже 18 лет содержится в китайской тюрьме по обвинению в заговоре с целью раскола страны. В марте 2006 года Джалиль вместе со своей женой Камилой Телендибаевой и детьми отправился в гости к родственникам в Узбекистан. 27 марта того же года он был арестован узбекской полицией. В то время канадские официальные лица посетили Джалиля во время его содержания в Узбекистане и попросили освободить его. Однако в июне 2006 года правительство Узбекистана экстрадировало Хусейна Джалила в Китай. В 2021 году граждане Канады Майкл Коврик и Майкл Спавар, задержанные в Китае по обвинению в шпионаже, были экстрадированы в Канаду. Однако Джалиль, приговоренный к пожизненному заключению по ложному обвинению, все еще находится в темных подземельях Китая. На встрече, запланированной на следующий понедельник, глава экспортной политики США Алан Эстевес встретится с голландскими чиновниками и представителями ASML Holding N.V., чтобы обсудить возможные ограничения на обслуживание голландской компании оборудования для производства микросхем в Китае. Этот шаг является частью более широкой стратегии администрации Байдена, направленной на ограничение технологических достижений Пекина путем сокращения доступа к сложному полупроводниковому оборудованию. 80 американских мусульманских общественных организаций направили письмо Байдену с требованием конкретных изменений в политике США в отношении Газы. В письме организации, в которой входят американские арабы, палестинцы и поддерживающие их различные неправительственные организации, заявили, что Израиль не действовал в соответствии с законодательством США в отношении кризиса, вызванного им в Газе, и что он должен понести за это ответственность. В китайской провинции Цанши 7 человек погибли и 11 получили ранения в результате сильных штормов со скоростью ветра, достигавших почти 128 км в час. В столице провинции Наньчане ураган сорвал крышу одного из зданий. В городе погибли 3 человека, 2 из которых упали с 20-го этажа, а 1 с 11-го. Причины смерти еще 4 человек, погибших в Наньчане, пока не установлены, однако власти объявили, что 11 человек получили ранения. Движение сопротивления, начавшееся 5 апреля 1990 года в городе Барин против китайского гнета, переросло в национальное сопротивление в ответ на вооруженную интервенцию Китая. Сопротивление, которое привело к резне, учиненной китайской армией, заняло важное место в истории уйгуров. 5 апреля 1990 года, 35 лет назад, против угнетения, политических преследований, расовой дискриминации, политики этнического и религиозного истребления, проводимой китайским коммунистическим режимом в Восточном Туркестане, уйгурский народ во главе с Зайниддином Юсуфом в городе Барын Актукского района начал движение сопротивления. Это движение переросло в вооруженную революцию в ответ на вооруженную интервенцию Китая. Восстание заняло важное место в политической истории уйгурского народа под названием Барынское сопротивление или Барынская резня.